От паводков страдают не только на Дальнем Востоке. В Башкирии, где за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков, подтоплен целый район – Абзелиловский. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны бедствия Азамат Салихов. Горы вокруг деревни Утюганово в первые часы стали настоящим спасением для жителей. Это единственное место, куда стремительные потоки воды не смогли подобраться. Сама деревня оказалась полностью затопленной. Река Большой Кизил, да, подтопила полностью. Ни одного дома не осталось. Самая мелкая часть – это полметра. Подтопленные дома, размытые дороги, где-то разрушены мосты. Так выглядят сегодня все населенные пункты, попавшие в зону затопления. Наводнения летом, конечно, никто не ждал, но продолжительные дожди превратили степные ручьи в полноводные реки. В зоне затопления оказалось 11 населенных пунктов. Только за прошедшие сутки на Башкирию обрушилась почти двухмесячная норма осадков. С таким огромным количеством воды не справлялись не только степные речки, но и водохранилища. Эту дамбу в райцентре Аскарова прорвало сегодня утром. В МЧС заявляют, это был запланированный прорыв. Чтобы снизить напор, внизу по течению оказалось еще 5 деревень. Мать вытащили там, документы остались, все документы мои там остались. У меня машина там осталась. В гараже новый трактор. Из зоны затопления силами местных властей и спасателей удалось вывести более 800 человек. Всю прошедшую ночь они провели в сельской школе. А сегодня, когда вода спала, смогли вернуться в свои дома. Огород Зифы Хисамовой затопило полностью. Урожай уже не спасти. Под водой надворные постройки и вся техника. Овечки, куры, вообще ничего не осталось. Гуси 13 штук осталось, 21 было, не знаю, куда они делись. А сегодня вот чуть-чуть уменьшилось. А вчера вообще вон половина это. Власти рапортуют, ситуация под контролем, однако оценить, каковы истинные масштабы бедствия, пока невозможно. Ситуация меняется каждый час. Примерный ущерб сейчас у нас посчитывается вместе с сельскими поселениями. Цифру пока назвать мы не можем, но она будет определена. Жители подтопленных деревень в эти минуты с тревогой следят за данными метеослужбы. Прогнозы пока неутешительны. В предстоящие дни снова обещают дожди. Азамат Салихов, Сергей Шелепин, Земфир Абзалов. Вести, Абзелиловский район, Башкирия. Сильные дожди и подъем уровня рек серьезно осложнили обстановку в Челябинской области. Там стихия привела к жертвам. В поселке Южный Агаповского района из-за прорыва самодельной дамбы смыло автомобиль. Водитель и пассажир погибли. Большая вода подтопила на юге области сотни домов и приусадебных участков. В пострадавшие районы направлены дополнительные силы спасателей и военных.